Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно по решению Всемирной организации здравоохранения в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Какова ситуация с таким грозным заболеванием у нас в республике? Насколько успешно идет борьба с туберкулезом, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Егор Прокопьев, главный внештатный специалист, фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Егор Спиридонович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хочу с вами поговорить вот о чем. Какова ситуация все-таки с заболеванием у нас в регионе? Начнем с того, что все 24 марта– это Всемирный день борьбы с туберкулезом. И в нашей республике мы отмечаем с 1998 года, но не один день, а посвятили целый месячник, то есть с 24 марта по 24 апреля. Эпидемиологическая ситуация впервые за последние 10 лет мы наконец-то добились того, что наши показатели ниже среднероссийских и по Дальневосточному федеральному округу. То есть как по территориальной распространенности, так и по смертности. То есть мы можем сказать, что наши показатели на сегодня, они ниже. То есть мы добились снижения активного контингента, и, конечно, контактных больных. А мы можем озвучить цифры какие-то? Сколько у нас сегодня случаев заболевания? Активных свыше 300 человек. И в год активно выявляем где-то порядка, если раньше выявляли 300-500 человек, то на сегодня меньше сотни. Вы сказали, удалось добиться показателей ниже, чем среднероссийские. Да. Благодаря чему? Какие методы сегодня лечения туберкулеза существуют? Тут вообще идет комплексный подход, не только лечение и диагностика. Скорее всего, тут работает общая лечебная сеть, а также специализированная наша сеть. Да? Общая лечебная сеть, она направлена на активное выявление туберкулеза, то есть мы все проходим ФЛГ обследование, а наши детки до 15 лет проходят иммунодиагностику. При наличии туберкулеза тут уже вступает специализированная служба, и тут уже применяются все виды лечения. Основным это химиотерапия туберкулеза. Также пока индивидуальный подход к каждому пациенту, тут и диетотерапия, тут и двигательная активность смотрится. И, конечно, при низком эффективном лечении применяется уже хирургическое лечение. Егор Спиридонович, не секрет, что все заболевания верхних дыхательных путей, они очень быстро распространяются среди населения, благодаря, опять же, этому воздушно-капельному пути. Как сегодня работает система мониторинга, отслеживания заболевших? Эта система уже выстроена, то есть все идет разветвленная сеть, то есть от федерального центра, то есть разработан федеральный регистр больных туберкулезом. Данная программа, она облачная, то есть в него можно попасть с любой медицинской организации, а также с противотуберкулезные диспансеры каждого района. То есть по каждому пациенту уже вносятся все данные, какое лекарство он получает, сколько курсов прошел и так далее, а также лабораторные исследования. Вы упомянули методы лечения заболевания. А какие симптомы есть? Я понимаю, что самодиагностикой заниматься не надо, но как определить? Основное это, конечно, слабость, кашель, мокрота, и, естественно, потеря веса. Передается воздушно-капельным, контактно-бытовым? Передается воздушно-капельным путем. И туберкулез поражает все органы и ткани, кроме волос и ногтей. А он опасен больше для какого возраста или вообще все? Все возрасты. Егор Спиридонович, с районами республики, я так понимаю, тоже ведется активная работа. Как взаимодействовать? Смотрите, МПЦ фтизиатрия является головным учреждением нашей сети. То есть все 34 района имеют в своей структуре противотуберкулезные диспансеры, которые непосредственно работают с нами. В нашей организации есть республиканский противотуберкулезный диспансер,
И среди врачей-фтизиатров они все распределены по районам. То есть, следовательно, они являются кураторами районов. И вот кураторы районов, они непосредственно в тесном контакте работают уже с районными фтизиатрами. И так достигается уже оперативность и доступность противотуберкулезной помощи. Даже в арктических районах? Даже в арктических районах, да. Вот, а будут ли врачи-фтизиатры включены, или, возможно, они уже включены вот в эти самые мобильные бригады? Мобильные бригады еще не включены, но у нас в плане есть такие разработки. Игорь Спиридонович, еще хотел уточнить такой вопрос. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что туберкулез очень часто в республику нашу завозился раньше, в том числе из стран ближнего зарубежья, те, кто приезжал сюда работать. Сегодня с данной категорией граждан какая работа ведется, как отслеживается? Так, ну, эта категория граждан все равно проходит через миграционную службу. То есть мы всех людей, которые поступают через миграционную службу, обследуем на туберкулез. То есть мы конкретно работаем с каждым и выдаем допуск к работе. Республика у нас в плане медицины, в плане цифровизации медицины очень сильно в последние годы шагнула вперед. Вот какие современные технологии сегодня фтизиатры применяют для лечения, для диагностики? Ну, первое – это то, что мы внедрили медицинскую информационную систему, внедрили телемедицинские консультации, внедрили облачную поликлинику, лабораторную информационную систему. То есть вот те инструменты, которые уже на сегодня есть в здравоохранении, они уже внедрены в нашу службу. То есть если раньше, чтобы проконсультировать того или иного пациента с районного звена, надо было пакет документов доставить через почту, через курьера или каким-то другим путем. То есть у нас длительность обследования и постановки диагноза, она была, конечно, в разы даже доходила до 70 дней. На сегодня это уже все ушло, то есть через телемедицинскую консультацию мы можем установить диагноз уже в течение первых 3 дней. А что насчет вот самого оборудования, которым обследуют пациентам, есть ли там какие-то новые ноу-хау? Ноу-хау нету, это все тот же флюорограф, также лабораторные исследования, в основном это бактериологическая лаборатория пассива, да, берется. Ну и, конечно, сейчас иммуноферментный анализ, то есть определение генотипа бактерий Они еще делятся туберкулеза. по генотипам? Естественно. А что там есть за генотипы, если не секрет? Да, есть генотипы. Вот что за генотипы? Ну, смотрите, вот в Якутии, да, распространен генотип Бейджин. То есть, ну, не скажем, что он прямо-таки китайский. Но вот для нашего региона он свойственен, для других регионов другой, для Америки совершенно другой. Поэтому отсюда идет лечение. А можно ли одновременно заболеть сразу Нет, несколькими, только нет, одним генотипом? да. Вот вы упомянули китайский генотип, не могу не спросить в этой связке про ковид. Как ковид изменил, возможно, процедуру, алгоритмы лечения? Нет, ну, в течение вот пандемии ковида у нас заболело порядка 80 больных ковидом. Мы думали, что он будет протекать тяжело, но, к счастью, мы ни одного не потеряли. То есть они все выздоровели. То есть наложение заболевания не случилось? Наложение не случилось. То есть вот сейчас эти данные анализируются, в том числе анализируются и Центральным институтом туберкулеза. Это очень интересно, потому что ну, и та болезнь, она в том числе поражает легкие. Ну, смотрите, ковид же поражает иммунную систему, а туберкулез тоже поражает иммунную систему. Поэтому во время иммуносупрессии возможно вот. И тут такая борьба двух, так скажем, вирусов. А если говорить о перспективах и планах по развитию фтизиатрии и по лечению вот этого опасного заболевания, что планируете? Ну, по планам, да, у нас все равно мы используем те инновационные препараты, которые сейчас изобретаются. Сейчас применяем препарат сурфактант. Он применяется при любом туберкулезе и при любой стадии. Применяем также новые хирургические методы, как при внелегочном туберкулезе, так и в торакальной хирургии. Да? Помимо этого используем препарат деламонид, который тоже себя очень хорошо зарекомендовал. По иммунодиагностике мы сейчас использовали
иммуноферментный анализ TB-ферон, то есть определение предрасположенности к туберкулезу по плазме крови. Помимо этого есть высокочастотная перкуссионная вентиляция легких, которая применяется для профилактики послеоперационных осложнений. Но вот эти инновационные методы, они себя доказали, и они эффективны. А в будущем, у нас структура четко уже выстроена, поэтому все зависит от сознания человека. То есть необходимо понять, что туберкулез излечим, и если мы его находим на начальном этапе, то, конечно, излечение происходит быстро, но надо понимать, что он излечим, и сроки лечения зависят от тяжести поражения легких от 6 до 20 месяцев. Егор Спиридонович, я предлагаю еще дать рекомендации нашим зрителям, жителям Якутии по профилактике и предотвращению заболевания туберкулезом. Как я уже говорил, необходимо своевременно проходить флюорообследование, потому что флюорообследование является единственным таким диагностическим методом. То есть у нас в республике он 1 раз в год, а в российских регионах 1 раз в 2 года. Но на сегодня мы охватываем 87% населения. То есть у нас осталось 13%, чтобы охватить 100%. Если каждый гражданин будет проходить флюорообследование, то лозунг Всемирной организации здравоохранения, что к 2030 году искореним туберкулез, он вполне сбыточный. Егор Спиридонович, в заключение хочу спросить про ваш значок, с которым вы сегодня к нам пришли. Это символ борьбы с туберкулезом. Да, значок ромашка. Ромашка была избрана символом в 1911 году в Екатеринодаре, это в Российской Федерации. И почему его выбрали? Он означает, это чистота дыхания, здоровые легкие. Все, что человеку в первую очередь необходимо. Да. Егор Спиридонович, спасибо вам большое за интересную беседу. Уверен, что благодаря вашей работе к 2030 году мы все-таки, если не искореним заболеваемость, то значительно ее уменьшим. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч.